В Камрате состоялся очередной митинг автовладельцев. На этот раз автолюбители выразили возмущение в отношении принудительной регистрации автомобилей с приднестровскими номерами в Молдове. Владельцы авто недоумевают, почему им запрещается ездить с данными номерными знаками, в то время как Приднестровье является частью Республики Молдова. Водители считают, что существуют другие важные проблемы, на которые стоит уделить внимание. Это чересчур, уже никакие рамки не лезут. Уже люди не знают, как, где. Устроился на работу на несчастные 2000 лей, и ты должен, если что, штраф сразу заплатить. Пускай определяться с дорогами, через какие ямы едем мы, какие щебни там валяются. Стекло сломали, не знаю, что. Это все деньги стоит. Приднестровье признанное государство. Почему тогда на приднестровских номерах нельзя ездить? До сих пор Приднестровье считалось вроде в составе Молдовы, сейчас уже отдельно. Организаторы митинга считают, что автовладельцы загнаны в тупик. Они выражают недовольство в связи с требованием проводить перерегистрацию автомобилей наравне с автотранспортом, завезенным из других стран. Вот они сегодня загнали нас в угол и вынуждают растормаживать этот автотранспорт точно так же, как автотранспорт, который завезен на территорию Республики Молдова, допустим, с Болгарии, с Италии, неважно, с любого европейского государства. Что мешает нашему государству создать более благоприятную налоговую систему для того, чтобы были заинтересованы сами приднестровцы перерегистрировать свои автомобили у нас в Молдове? Что мешает понизить пошлины, чтобы наши граждане были заинтересованы возить новые и хорошие автомобили и не ездить на старых? Такое ощущение, что в нашем государстве все перевернуто с ног на голову. Экс-депутат Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи заострил внимание на том факте, что еще в 2001 году Гагаузия и Приднестровье подписали соглашение о взаимном признании документов. Еще в 2000 году, в 2001, ратифицировал договор между Приднестровьем и Гагаузией о том, что Гагаузия и Приднестровье будут признавать документы, выдаваемые компетентными органами сторон. То есть те документы, которые выдает ГАИ Приднестровья МРЭО, должны действовать на территории Гагаузии. И коль у нас автономия и политическая автономия, то Народное собрание должно принять соответствующий документ, соответствующее решение, закон, чтобы поручить исполкому Гагаузии. Раз у нас есть свое УВД, пусть на нашей территории эти машины могли спокойно ехать на тех номерах, на которых их выдали в Приднестровье. Общественный деятель Михаил Влах выразил мнение, что Народное собрание Гагаузии должно принимать активное участие в вопросах, выносимых гражданами автономии. Очень непонятная пассивная позиция Народного собрания. На самом деле, когда говорится руководство, ну хорошо, что сказали руководство, есть президиум. И когда высказываются на самом деле, что у нас братские отношения с Россией, а сегодняшний парламент и правительство высказывают, что нам надо не общаться с Российской Федерацией. Странно, почему у нас депутаты Народного собрания молчат, руководство молчит. Что это такое? Надо высказываться, надо быть рядом вот здесь. Вот здесь с нами, с людьми. Начальник Главного управления молодежи и спорта Максим Болгар в своем выступлении выразил позицию исполнительного комитета. По его словам, исполком и Башкан автономии поддерживают владельцев приднестровских авто. Исполнительный комитет Гагаузии, Башкан Гагаузии поддерживает те настроения, которые есть сегодня по этому больному вопросу по поводу приднестровских номеров. Сегодня в правительстве Республики Молдова есть целый вице-премьер-министр Республики Молдова, который занимается реинтеграцией страны, то есть должен заниматься объединением страны. Но такими постановлениями, такими законами никогда у нас не получится объединить нашу Молдову в одно целое. Поэтому мы поддерживаем исполком Гагаузии, осуждаем эти действия, которые приводят к расколу в нашем обществе. В ходе митинга собравшихся перед зданием Дома культуры оказалось не больше сотни. Первый президент Гагаузской республики Степан Топал выразил недовольство с данным фактом. Он призвал молодежь принимать более активное участие в вопросах отстаивания интересов автономии. То ли подготовка к этому митингу была не очень хорошая, то ли вы уже или мы, народ, уже не хотим выходить, решать наши проблемы. Ну, вы уже видите, что если мы не хотим решать наши проблемы, то решают за нас с Кишинева. Четверть века назад, 90-е годы, ваши старшие братья
Ваши родители сделали то, что сделали. И вот четверть века есть уже эта автономия. Но мы с вами, каждый из вас, мы с вами не хотели ее защищать. Где молодежь? Где те, которые заменять должны нас уже старое поколение? Где вы, уважаемые? Неужели это не касается и вас? Владельцы авто, зарегистрированного в Приднестровье, выдвинули правительству Молдовы ультиматум. Если в течение 2 недель принудительная регистрация не будет отменена, они намереваются блокировать республиканские трассы.